Аланская гимназия – это учебное заведение открыли во Владикавказе 5 лет назад, что стало серьезным шагом в борьбе за сохранение остинского языка. Это и сейчас большой конкурс, но тогда, вспоминает Мадина Царазонова, едва смогли набрать 2 класса. Родители не понимали, как будет устроен учебный процесс, было много вопросов и сомнений, вспоминает руководитель учебного заведения. Да и найти учителей начальных классов, владеющих остинским языком, оказалось непросто. Если говорить о личностных качествах педагога, то, наверное, нужно непременно отметить первое и, наверное, самое банальное – это любовь к детям. Без, наверное, этого внутреннего наполнения не просто состояться и совершенствования, просто идти не стоит в эту профессию. Если говорить о том, у всех ли педагогов это есть, то, наверное, те педагоги, которые это в себе не взращивают, они, наверное, долго не задерживаются в школе. Человек, работающий в Аланской гимназии, в целом в профессии не является исключением, но здесь, наверное, нужно добавить более, я бы, наверное, сказала, не хочу никого обидеть, более богатый внутренний мир, и непременно это личный пример и такой личный посыл к молодому поколению, и воспитание исключительно на личном примере. Аланская гимназия является, на мой взгляд, инструментом, который не допустит и будет развивать традиции, культуру нашего маленького народа. И надо держаться за каждый момент, который принесет нам хоть какую-то уверенность в нашем будущем дне. И для сохранения остинского языка это очень важно. Чтобы стать хорошим педагогом, нужно любить свою профессию. Ответственность, трудолюбие, организаторские способности – этими качествами обладает молодой учитель остинского языка и литературы Аланской гимназии. Яна Бекуева уверена, это не она выбрала профессию, а профессия выбрала ее. Стать учителем мечтала с юного возраста. Даже в детстве с подругами часто играла в школу. Поэтому после окончания 11 класса Яна без сомнений поступила на факультет остинской филологии Северо-Остинского государственного университета. Стать учителем – это мечта с детства. Я часто проигрывала эти ситуации дома, часто играла со своими игрушками, с подружками, то есть посадила всех, и начинался урок. Доской у меня была дверь моего шифоньера. Я помню, мама еще кричала в детстве: «Яна, перестань писать мелом на шифоньере, ты что делаешь, ты царапаешь» и так далее. Ну, а уже в старших классах, начиная с 5 класса, моим самым любимым учителем стала учитель остинского языка и литературы Джикаева Виолетта Актимировна, которая мне привила любовь к остинскому языку. Она очень часто готовила меня к конкурсам чтецов. На этих конкурсах я часто становилась победителем, и мне кажется, именно она сыграла важную роль в выборе моей профессии, именно в каком направлении я пойду. То есть то, что я буду педагогом, я знала с детства, но то, что я стану именно педагогом родного языка, мне кажется, это заслуга именно этого учителя. Молодой педагог вспоминает, как после окончания вуза много слышал о новой школе, но долгое время не решалась подать в нее свои документы. И только благодаря поддержке близких, мамы, которая всегда верила в свою дочь, и тети, отправившей резюме на собеседование, Яна стала частью большого коллектива Аланской гимназии. Конечно, я пришла сюда, будучи студенткой. Первый мой класс – это тот класс, в котором я сейчас являюсь классным руководителем. То есть я 5 лет с этими детьми. Первый год обучения я была у них воспитателем, со 2-го года я стала их классным руководителем. Я не могу сказать, что мне было сложно. Но, конечно, найти подход к каждому ученику – это огромная кропотливая работа. Мне кажется, именно тот момент, что я смогла поработать целый год воспитателем в этом классе, дал мне возможность узнать каждого ребенка, и уже последующие годы мне становилось легче работать. Не буду скрывать и тот момент, что, придя сюда, будучи студенткой, родители немного сомневались в моих способностях. Они немного и не доверяли, были и такие моменты. Но мне кажется, сейчас, если спросить моих родителей, они довольны и школой, и, естественно, нашей работой моей и работой нашего воспитателя. То есть сейчас у нас полное доверие, детки
с огромным желанием приходят в школу. Я очень люблю детей, и мне кажется, именно любовь к детям дала мне возможности найти общий язык с каждым ребенком. То, что помогло мне и сейчас. Люди боялись отдавать детей своих, потому что зачем нам нужна Аланская гимназия, там все на остинском языке, Осетия и все, ограничивать детей зачем нам. И рискнул, я хотел, чтобы мой сын разговаривал чисто на остинском языке, не знаю, он думал по-осетински, не знаю. Это сейчас очень-очень ценно. И вот мы пришли и увидел, там была Залина Олеговна, первый учитель, а Яна Ирбековна, она была воспитателем. Пришли, и когда я увидел молодых девочек, я немножко, честно говоря, был в растерянности, потому что после учебы они начали преподавать. И вот была маленькая опаска, честно, волнение, но спустя месяц, это было нечто, кардинально ребенок изменился, был подвижный, сейчас стал более концентрированный, не знаю, постоянно слушал. И вот мне понравилось, честно говоря, они поработали над ним, не только над ним, над всеми детьми, и вот результаты. Уважение к людям, любовь к детям, ответственность, честность, справедливость и доброта. Так о педагоге отзываются коллеги и ученики. С детьми работать интересно, признается Яна. На занятия ребята 5 класса спешат и всегда идут с большим удовольствием. Они знают, учительница обязательно расскажет что-нибудь новое и интересное. И Яна Ирбековна всегда оправдывает их ожидания. Мне кажется, самое главное в профессии учителя – это любовь к детям. Без любви к детям учитель не сможет долго оставаться в школе, долго работать, так как это основополагающий фактор, который должен быть у любого учителя. Конечно же, любовь к детям, любовь к своему делу, любовь к своей профессии. Ответственность, целеустремленность – это желание постоянно развиваться в своей профессии, в своей деятельности. Я когда только перешел в эту школу, то все мне показали, где, что, как здесь учатся люди. Мне нравится наш учитель, потому что он всегда нам все объясняет. Если нам что-то непонятно, нам ведут предметы уже другие учителя, но все равно она нам объясняет. Даже если она эту тему не знает, она ее сама выучит и будет нам ее рассказывать. Она еще нравится всем классам нам тем, что она очень добрая, очень вежливая и умная. Она может найти индивидуальный подход к каждому ребенку, кого-то поддержать, кого-то успокоить, найти добрые, ласковые слова в трудные минуты. Их же так много бывает в жизни школьников. Остинский язык и литературу Яна Бекоева преподает уже 5 лет. Есть у нее и свой секрет обучения. Главное – заинтересовать учеников и удержать внимание класса. И хотя эта задача не из простых, Яна Ирбековна с ней успешно справляется. Девушка ежедневно готовится к каждому занятию, поэтому ребятам никогда не бывает скучно. И, как показывает практика, такой метод дает хорошие результаты. Яна Ирбековна очень добрая, она очень дружелюбная, она всегда тебя поддержит, всегда поможет. Мы один раз в 4 классе я участвовала с Яной Ирбековной. Нам надо было выучить из остинской сказки какой-нибудь самое главное. И ты это, если выучишь, ты участвуешь в конкурсе и рассказываешь это на остинском языке. И я получила 3 место из-за того, что нас Яна Ирбековна хорошо подготовила. Как признается девушка, желание привить школьникам любовь к родному языку дает ей силы развиваться и совершенствовать собственные знания. Почувствовав призвание в своей профессии, она дает ей все силы. 5 класс стал уже родным для педагога. К сердцу каждого ребенка она сумела подобрать свой ключик. Она очень трудится, чтобы мы учились хорошо, чтобы мы знали свой родной язык и не забывали его. Когда я пришел в эту школу, мне было легко. Я знал уже остинский язык, я все понимал. И если даже бы я не понимал, мне бы все объясняли. Родной язык все должны знать. Если мы его забудем, он больше не будет существовать, и больше никто не будет знать о нас. Мы его должны помнить, охранять.
Скромная в жизни, требовательная на уроках и преданная своей профессии, отзывается о Яне Бекоевой директор гимназии Мадина Царазонова. Она помнит в деталях первую встречу с молодым специалистом, только что окончившим университет. Бесценный опыт грамотного руководителя позволил разглядеть во вчерашней студентке успешного педагога. Все мы знаем, что с небольшой охотой педагоги молодые идут работать в школу. И на фоне этого всего появление в нашей школе Яны, я даже, оглядываясь назад, могу детально вспомнить, как это было. Они пришли две девочки, выпускницы филологического факультета нашего университета, обе крастодипломницы, Яна Бекоева, Диана Хурумова. И вы знаете, у этих двух девочек, вот первое, за что цепляется взгляд, это такое какое-то душевное расположение к людям в целом, и исключительная аккуратность во всем, что они делают. То есть даже то, как они принесли свои документы, это, наверное, отдельная история. В своей работе обе они, в принципе, такие же очень детально подходящие к любому вопросу. Кроме этого всего, вот это какое-то доброе, светлое начало в человеке, оно, вы знаете, на фоне, наверное, какой-то энергетики рядом чувствуется. Одним из важных событий в жизни Яны Бекоевой стало участие в первом всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы», который проходил в Пятигорске. Педагога Аланской гимназии жюри признало лучшей. На церемонии награждения присутствовали министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Руководитель республики лично поздравил Яну Бекоеву с победой. Если честно, я и мечтать об этом не могла в столь юном возрасте, с небольшим опытом, можно сказать. Но повторюсь, что это огромная ответственность. Мне поступают звонки вплоть с моего садика. У меня поздравления начинаются от воспитателей моего детского сада, от педагогов школы, от университета. Все гордятся тем, что я была частью их коллектива. Но хочу сказать, что мама верила в меня всегда, от начала до конца. Мама всегда говорила, всегда поддерживала. Яна, ты лучшая, ты сможешь. И, если честно, мне где-то не хватало немного стремления своего какого-то, но мама всегда это моя поддержка. За неделю до конкурса я вышла замуж. Также эту поддержку мне оказала и моя семья, моя новая, уже такая родная семья. Они создали мне такие условия для того, чтобы я смогла в должной мере подготовиться к данному конкурсу. Девушка признается, что она и представить не могла, что однажды станет лучшим учителем родного языка и литературы. Всероссийский конкурс Яна Бекоева выиграла, обойдя десятки педагогов со всей страны. Конкурсу, который проходил в несколько этапов, готовилась на протяжении нескольких месяцев. В тот момент, наверное, ни я, ни те педагоги, которые помогали, ни та рабочая группа. В тот момент, наверное, никто уже не думал о том, что это конкретно просто Аланская гимназия. В тот момент это была республика. И вы знаете, мы, наверное, горды, не просто горды, безмерно горды тем, что достойно смогли представить республику. Это все очень непросто, и, наверное, сегодня за кадром очень многое останется из того, что вело нас к этому дню. Те сложности, те слезы, те иногда какие-то недопонимания, но вы знаете, результат того стоит. Результат того стоит, и особо отрадно отметить, что именно молодой педагог и именно вот из такой организации, которая пока у нас одна единственная в республике, стала достойна такого высокого звания. Победа молодого педагога на конкурсе – результат командной работы. Яне Бекоевой помогал весь педагогический состав гимназии во главе с директором учебного заведения. Ученики и родители школьников переживали и желали получить заслуженную награду. Успех на всероссийском конкурсе для Аланской гимназии – большое достижение. Вы знаете, нет, так далеко я даже в мечтах не заходила. Но вы знаете, о чем я подумала, когда это стало уже фактом? Мы все, оглядываясь назад, помним, как сложно первые годы шагала Аланская гимназия. А в тот момент я подумала о том, что все-таки Аланская гимназия доказывает свою жизнеспособность.
Педагог не собирается останавливаться на достигнутом. Яна планирует и дальше совершенствовать свои навыки и участвовать в конкурсах. И очень надеется, что ее успех станет примером для многих молодых педагогов республики. Мне кажется, каждому человеку важно внутри для себя понять, что он хочет, в какой профессии он хочет развиваться. Потому что без внутреннего желания не получится дальнейшее продвижение в работе. Мне кажется, важно любить то, чем ты занимаешься, и стремиться к саморазвитию. Я очень люблю работать именно с детьми, и хотелось бы дальше развиваться и не уходить от своей профессии далеко. То есть мне бы хотелось все-таки остаться в школе и посвятить свою работу школе и детям. Я занимаюсь именно тем, чем я хочу, и это мне приносит огромное удовольствие. Яна признается, что во время конкурса очень скучала по своим ребятам, которые вместе с ней разделили радость заслуженной победы. Педагог полна сил, идей и вдохновения, чтобы в этом учебном году вместе с любимыми учениками покорять новые вершины.